принимать участие в революционном перевороте. Сегодня вы молчите, завтра вас отдадут приказ стрелять в свой народ, ваших отцов, матерей, братьев, сестер. Выбор надо делать сегодня. Завтра может быть поздно. Завтра может начаться гражданская война. Белорусское сформирование войсковцев. А ты верни, что украл. Верни нам выборы, а то мы сами придем и их отнимем. Не трогайте! У него интуиция работает. Он говорит, да, может быть, в чем-то там стратегически он дурак, но вот в тактических вещах он понимает. И он хитрый очень. Дякую, дякую за подтримку. Лики натовп людей йде за нами. Я думаю, що такого не здаралося каля усходнього автовокзалу. Чоловік і його допомагати реально захопили владу в Україні. Ну, коли казати термінами Кримінального кодексу, артикул 357, этот человек незаконно протягнув своє конституційне повномочия. Беларусь буде вольной! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Работа, конечно, непростая. И Николай Статкевич представляет один из регионов, где эта работа социал-демократов особенно осложнена. Николай представляет платформу, которая действует в этой стране, и мы активно его поддерживаем. Тому що в цьому будинку у більшості людей, які тут типа працюють, по нашому розумінню поселився лукавий, нечистий дух. И мы запросили святара, каб он окропил святой водой этот будинок, каб выгнал лукавого, нечистого с душаў гэтых людей, якія сядят тут. Я просил бы святара сделать свою боскую святую справу. Господи всемогущий, призываю к Твоей допомозе и окропляю этот будинок святой водой для выгнания тих сатанинских сил, які засели у гэтым будинку. Свобода буде провести живий репортаж. Ну і хто зможе приїхати туди і поудзельнічати у цій акції. Так само, я думаю, будуть мати ураження і зможуть послухати вірші репресованих поетів, які будуть читати і літератори, і удільники цієї акції «Ночь розстріляних поетів». Дякую. Покаялись, там зла не робили. Покайтесь перед народом. Народу и себе. Пришел ваш час опошний, тому Каня. Шановна господарня старшиня, шановна господарство, для мене великий гонор отримати гэту медаль, гэту узнагароду, але удвоя более великий гонор отримати гэта у такі дзень. Калі сёння мы здолелі нарэшце праз такі час ушанаваць наших герояў. Ведаеце, все ж таки треба признать, что задачи и меты, які ставила 101 з половою год тому Рада БНР, яны не были реализованы цалком. У нас нема устойлівай
незалежнасці, у нас немає ще пакуль беларускай Беларусі. Зараз зноў расце пагроза нашай незалежнасці. І ведаеце, гэта як знак з нябёсаў. Нашы мёртвыя вярнуліся до нас, каб стаць побач, каб узняцца, даць прыклад, даць сігнал, што Беларусь трэба бараніць. Гэты сігнал, гэты знак не быў пачуты той бандай, якая зараз кантралюе Беларусь. Яны паспрабавалі гэта праігнараваць. І атрымалася так, што гэты падарунак нябёсак, гэты чын мёртвых, якія не пакінулі нас у бядзе, застаўся не для нас. Нам патрэбны яны былі. І што атрымалася, нават мовы нельга было там, не хацелі напісаць па-беларуску. Прэзідэнты, ганаровая варта, дзе гэты? Нема. І ведаеце, такое уражанне, што гэта не людзі, якія не маюць дачынення да Беларусі там ляжаць. Але сёння адбылося тое, што павінна было адбыцца. Хай не было там прэзідэнтаў і ганаровай варты, але па людзях было відно, чые гэта героі. Нам прыйшлося перасякаць межу. У нас 30 чалавек не здолелі атрымаць візу, на 25 іх запісалі толькі з адной народнай грамады. Але колькі людзей, там людзі падыходзілі ад Ельні каля Украіны, там з усей Беларусі простыя людзі прыехалі, паказалі, гэта нашыя героі, мы вяртаем сабе іх. Жыве Беларусь! Таму зараз яны зараз у Сочи ад яго патрабавалі самае галоўнае, не гэтыя дарожныя карты. Смешно. Это полбеды эти карты, он их подпишет, никуда не денется. Потребовали, как он не шел на выборы, хоть сына, хоть кого давай. Только давай новую фигуру, бо тебя ненавидят. Але гэта вот он не отдаст, он нас даст. А вот эту мачумость, эту асалоду, эту наркотик, эту лады, он не отдаст. Мы ведаем, что робить. Мало не поддастся, поверьте, будет весело. Мы поднимем на уши всю Беларусь. У нас есть сродки, у нас есть мачимости. Я маю на увазе сродки, это значит люди найперше. Люди готовы. Мы подрыхтовали бойцов. Мы готовы. Самая великая небеспека сдачи этой крепости – это здрада. И самая страшная здрада, коли здрадник комендант крепости, коли он везе таемные перемовы, кам за гроши сдать крепость. Тогда одиное уратование, один шанец уратовать эту крепость, это повесить здрадника на городских воротах. Большая просьба к вам. Мы будем к вам обращаться. Просьба дать ваше согласие войти во все инициативные группы всех кандидатов протеста. Если меня зарегистрируют, чтобы ваш этот шаг не пропал, просто войдите. Поверьте, все кандидаты протеста достойные, сильные люди. Вот как Сергей. Для регистрации 31 инициативная группа. А вот вы, кстати, вышел самый главный кандидат. Я, наверное, закончу вас. Спасибо, что пришли поддержать кандидатов протеста. Беларусь, мы показываем тебе, как делать. Самое главное, что вы сделали сегодня, подписались ногами. Вы пришли сюда. Вы показали, что вы не скоты. Вы показали, что свободные люди. Беларусь, берите пример с этих людей, с этих героев, которые пришли первыми, когда было еще неизвестно. Самое главное, даже не то, что мы говорим, не то, что мы подписали, просто мы пришли. И это самый важный знак и сигнал для этой банды власти. Терминал не треба. У меня детектив, что. А у вас будет терминал. Я сам, что выйду там. Едем с Николаем Статкевичем на Комаровку, за нами едет милиция. Нас преследуют. Вітаю всіх, виходьте. Сьогодні 7, 14 і далі. Вероятно, будут брать. Маловато, будут просто провожать, мабуть. Ну, это, конечно, больше подобно... Выходит из машины, так, бежит сюда, открывает дверь. Кто вы такой? Документы покажите. Кто вы такой, блин? Кто вы такой? Задерживают, смотрите. Вот из бусика, выбежали из бусика. Фотографию фамилию, дайте, чтобы вы знали, что... Так, с двух сторон.
Так, Дайте мою машину! Представьтесь, назовите себя. Так, это что за гопники такие? Дай так, Забрал ключи, забрал ключи. представьтесь, коли ласка, дайте мне документы. Звоните в милицию. Забрал ключи. Звоните в милицию, на нас нападают гопота. По серой дороге. В обстоятельствах характера, психологической подготовки белорусов общество сделало все, что могло. Мирный массовый длительный протест. Честные выборы – это когда кандидат не участвует.